Лейла Чербижева космической темой увлекается давно. Свою жизнь с ранних лет мечтает связать с медициной, но в свободное время занимается изучением астрономии, знала немного и о Гагарине. А с момента объявления Олимпиады начала активно собирать информацию, как связана наша страна с космосом и каких успехов мы добились с момента совершения первого полета. Мне очень нравится космос, я люблю про него изучать. Готовилась я к ней достаточно долго, мне помогала моя мама, я искала информацию в различных книгах, в интернете и старалась очень хорошо подготовиться. Олимпиада «Символы России. Космические достижения» сегодня проходит по всей стране. Проводит ее на протяжении нескольких лет Российская государственная детская библиотека совместно с Музеем космонавтики при поддержке Министерства культуры России. Ее главная цель – привлечение внимания подрастающего поколения к российской программе освоения космоса, развитие у детей и подростков интереса к исследовательской деятельности. Всего участникам Олимпиады необходимо ответить на 10 вопросов. На это им дается 45 минут. Вопросы, на которые сегодня отвечают участники Олимпиады, определены по итогам конкурса «Символы России. Космические достижения». Он проходил с 12 по 28 сентября. Участие принимали дети и подростки из 82 регионов страны. Всего поступило более 3000 вопросов, и только лучшие из них о космических достижениях СССР из современной России попали в бланки. Это 9 тестовых вопросов и последнее задание – небольшое эссе. Координатором Олимпиады в регионе стала Национальная библиотека Ингушетии. Всего участие в этом году от республики принимают 18 школьников из разных образовательных учреждений. Мы взяли детей в двух категориях. Это возраст от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Вопросы, естественно, у них у всех разные, соответственно, их классу. А вот пятиклассник Ислам Хашиев уложился в течение 10 минут. Он первым из всех участников ответил на все вопросы. Они ему показались не совсем сложными, наверное, потому что готовился усердно. Делится Ислам в своих ответах, уверен. Мне учительница дала такую литературу, которая говорит о космосе. И зауч тоже меня немного я с ней занималась, поэтому, может быть. А какой был самый сложный вопрос? Тебе они показались вообще сложными? Был посередине, который говорится, что никто не заметил, что СССР продвинул спутник Земли. Ну а насколько ответы оказались верными, будет решать независимая комиссия, которая состоит из работников Национальной библиотеки. Победителем может стать только один человек. Будем проверять их работы, давать им нужное количество баллов, и по этим баллам будем выявлять победителя. Здесь так окажется, что двое ребят ответили на все вопросы одинаково правильно, и вы затрудняетесь. А для этого существует 10-й вопрос – это мини-эссе. Благодаря этому эссе мы выявим, кто действительно хорошо разбирается в вопросе, и именно по 10-му вопросу будет выявлен победитель. Победитель Олимпиады «Символы России. Космические достижения» получит диплом и поощрительные призы от Российской государственной детской библиотеки. Всем остальным участникам, независимо от количества правильных ответов, будут выданы сертификаты. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.